Несмотря на тревожную ситуацию с пандемией, празднование 9 мая в этом году вызвало много позитивных эмоций, не меньше, чем в прошлые годы. Жители Северной Осетии активно участвуют в акциях. «Окна Победы», «Поем двором», «Бессмертный полк» поздравляют наших ветеранов. Безусловно, мы должны помнить и сохранить в памяти для наших младших, что наша маленькая республика внесла свой огромный вклад в эту великую победу. Почти 100 тысяч сынов и дочерей Осетии были призваны на фронт. В военные годы жизнь двух осетинских автономий была перестроена на военный лад. Заводы и фабрики работали круглосуточно. 35 тысяч человек в тылу строили оборонительные сооружения, а 76 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Далее в программе «Как отметили День Великой Победы в Северной Осетии». 75-летие победы в Великой Отечественной войне наша страна отмечает в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Впервые отменен парад на Красной площади, а акция «Бессмертный полк» проходит онлайн. Тем не менее, в России прошли авиапарады в честь Дня Победы. В нескольких городах, в том числе и в столице Северной Осетии и Владикавказе, зрелище пришлось отменить из-за непогоды. С праздником Великой Победы жителей республики поздравил глава Северной Осетии. Дорогие друзья, пусть этот знаменательный праздник, 75-я годовщина Великой Победы, станет данью благодарности и уважения героической истории Отечества, а наша память станет стимулом для новых мирных побед в деле созидания настоящего и будущего нашей любимой Родины. Несмотря на проливной дождь, уже рано утром состоялось возложение венков к монументам и памятникам героям Великой Отечественной войны. Вячеслав Битаров возложил цветы к вечному огню. Отдать дань уважения погибшим воинам пришли председатель правительства Таймураз Тускаев, командующий 58-й армией генерал-майор Сергей Рыжков и другие официальные лица. Собравшиеся почтили память павших защитников Родины минутой молчания. В этот же день состоялось открытие мемориала памяти уроженцев Осетии, бойцов и командиров Красной Армии, погибших при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет прошло с того победного мая, когда наши отцы, деды и прадеды освободили мир от чумы 20 века фашизма. Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить и свято беречь память о героях той войны. Тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу в кровопролитных боях и добыл великую победу. Всем им, ушедшим и живым, бесконечная благодарность нынешних и будущих поколений. Спасибо победителям за то, что мы живем в свободной стране, под мирным небом, спокойно трудимся, растим детей и внуков. С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы! Мира, счастья и процветания каждой семьи Северной Осетии. 9 мая в самых разных уголках Северной Осетии поздравляли ветеранов. В гости к ним приходила молодежь из всероссийского движения «Волонтеры-медики». Они раздали ветеранам цветы, продуктовые наборы и денежные премии. Оказали содействие в акции Русское национально-культурное общество «Русь» и комплексный центр социального обслуживания населения Эристонского района. У нас прошла акция «Вам, родные». В этой акции у нас принимают участие волонтеры-медики общества «Русь». В течение 3 дней мы уже ездим и поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с праздником 75-летия Великой Победы. В течение этой акции мы поздравили 175 ветеранов Великой Отечественной войны. Были в этот день и другие акции. Ветерана Великой Отечественной войны Александра Пагаева поздравили в рамках акции «Поем двором». Люди пришли к его дому и под окнами спели для ветерана песни о Великой Победе. Организовали акцию представители Общероссийского народного фронта, а также Комитет по делам молодежи и администрация города Владикавказа. Поздравили наши молодые певцы, поздравили песнями военных лет. К сегодняшней акции также присоединились жители этого двора, вместе с нами спели песни военных лет. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большинство мероприятий, посвященные 75-летию Победы, проходят дистанционно. Народная акция «Бессмертный полк» в этом году проводится в онлайн-формате. А вечером практически вся Осетия приняла участие в общенациональной акции «Окна Победы». В 22 часа в ознаменование 75-летия Победы был дан артиллерийский салют.